Ситуация с долларом такая. Ситуация с долларом такая. В 2012 году покупательная способность доллара быстро падала. Она упала больше, чем на 20%. Потом в 2013 году падение покупательной способности доллара замедлилось. И доллар продолжал падать и в 2014 году, но вот темпы падения доллара в 2014 году где-то там 3-5% сейчас составляли до этого периода. Что будет дальше? И естественно, что и в 2012 году, и в 2013 году вкладчики депозитов в долларах, они теряли долларов больше, чем они получали по этим процентам, потому что темп падения доллара, покупательной способности доллара был несколько выше, не только несколько, но был выше. А вот уже в 2014 году темп падения доллара замедлился. Он где-то, если взять первые 5 месяцев, может быть, темп падения составил там 3-5% в год, если перевести на годовой уровень. А вот что будет дальше, трудно сказать. Если правительству удастся обеспечить приток валюты в страну, то доллар будет как бы падать, может быть, даже быстрее, чем или в большей степени, чем вкладчики будут получать проценты по своим валютным вкладам. Но это маловероятно, потому что наиболее вероятно, что во второй половине года падение доллара прекратится и, может быть, даже пойдет вспять. То есть доллар начнет увеличивать покупательную способность свою, но все, подчеркиваю, зависит от притока валюты в страну. Если удастся занять банкам, если удастся увеличить экспорт, если будет приватизация, если белорусскому правительству наконец начнут давать в долг сколько ему надо, такая красивая ситуация, если будет, то доллар может опять обесцениваться.